COVID-19 менен ооруп жатканда кандай дарыларды колдонсок болот? Көбүнчө эле адамдар азыр үйдөн дарыланышты. Мисалы кээ бирлер айтып жатышты, жана кадимки эле аскорбинканы ичип жатышты. Ошолор мындай чынында пайдалуу же зыяндуу, ошону билгим келет. Вот полезна ли аскорбиновая кислота? Но аскорбиновую кислоту мы назначаем не только, когда идет у нас такая инфекция, эпидемия коронавирусной инфекции. Аскорбиновая кислота, она у нас назначается и при других многих заболеваниях. Просто его нужно пить определенную дозу, не надо чрезмерно увлекаться аскорбиновой кислотой. Это, от него только можно получить пользу. Она полезно действует, да, особенно при вирусных инфекциях. Но тоже советую, чрезмерно ни в коем случае нельзя употреблять его. Дома ни в коем случае самолечением не надо заниматься. Ковид менен ооругандан кийин дем алууну кантип оңдосо болот? Врач рекомендует дыхательные упражнения, дыхательная гимнастика. Это очень важно. Что важно? Потому что она, во-первых, тренирует мускулатуру дыхательную, во-вторых, увеличивает вентиляцию легких, больной начинает чувствовать себя хорошо и одышка проходит. У меня такой вопрос. Человек, если переболеет коронавирусом, то его иммунитет становится более крепкой или нет? Ну, на сегодняшний день мы знаем, что пока антитела держатся в течение нескольких месяцев, но сколько лет он будет или сколько месяцев будет, пока еще ученые не доказали. Поэтому я не могу сказать, что иммунитет будет стойкий, он будет защищать дальше. Это пока будет ошибочно. Поэтому над этим работает, и я уверена, что буквально скоро мы узнаем, какой будет иммунитет, и длительный или очень будет короткий иммунитет. Коронавирустан ооруган киши ооруйбу же оорубайбы кайрадан? И очень многие делают ошибочно, что вот он переболел, я переболел, все, я больше не буду болеть. Это ошибка. Почему? Потому что могут прийти новые штаммы, заболеть другими вирусными инфекциями, потому что сейчас начнутся сезонные заболевания. Как вы думаете, когда он может закончиться, в каких периодах и почему? Этот вирус, он появился, он никогда не уйдет. Это сезонное заболевание. С осени до весны, вот как и любая вирусная инфекция, во время сезона они будут появляться, они остаются и никуда не денутся. Какие есть способы защититься от вируса? Как защититься, это мы вот с первых дней, вот как пошла пандемия этой инфекции, мы с первых дней объявляем и по телевидению, по радио говорим, что нужно защищаться, в первую очередь соблюдать, вот как я выше сказала, в первую очередь соблюдать меры предосторожности, да, это дистанцию соблюдать, гигиену рук, масочный режим соблюдать, избегать те места, где собирается много народу, скучности избегать, да, вот. И, конечно, нужно заниматься обязательно, больше гулять на свежем воздухе, заниматься такой вот средней физической нагрузкой обязательно, чтобы иммунитет постоянно поддерживать. Питаться, обычно питаться, да, обычно питаться, обычно, значит, принимать продукты питания, там сверхъестественно ничего не надо, просто вовремя нормально питаться, еще раз говорю, заниматься физической нагрузкой, больше гулять на свежем воздухе. И, конечно, я бы рекомендовала, чтобы больше было позитива.